В день в цех приходят трудиться около 15 женщин разных возрастов. Одной из них является Александра Амосова. О добровольческом движении она узнала в телепередаче «Эйге» и сразу решила стать волонтером, чтобы помочь якутским бойцам. Решила чем-то помочь, чем-то облегчить участь наших детей. И вот получилось так, что я 5-й месяц без выходных, без праздничков туда прихожу. И я думаю, что я выполняю свой материнский долг перед нашими ребенками. Сюда вкладываю весь свой ум, все свое умение, тепло наших рук. И получается, что наши парни, которые уходят сюда, они очень благодарны. И они обещают нам обязательно вернуться и будут вспоминать о нас. Якутские швеи-волонтеры перешли на летний комплект одежды для участников спецоперации. В комплект входит около 12 позиций. Легкая специализированная одежда, вещи для личной гигиены, а также каждому бойцу положили обереги на русском и якутском языках. В комплект входит вот такая майка. Сейчас мы безрукавку сделали, потому что, говорят, очень жарко там. Еще вот такая тактическая рубашка. Ага. Плащевка, ну это плащевка как штаны и ветровка от дождя, и костюм вот такой бывает, ну иногда вот так пиксельный, иногда у нас бывает еще мох называется. Еще нательные штаны и вот такие куллуки. В общем-то, больше 10 наименований у нас одежды и еще принадлежности гигиены. Ежедневно швеи цеха изготавливают около 5 полных комплектов. Каждый раз они совершенствуют свою одежду, исходя из отзывов и советов якутских бойцов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Галина Чекурова, Семен Афанасьев, Якутск.